Да. Это году в 93-м, 4-м, дай бог памяти, я нашел у Андрея Савина. Я отправлял документы в Соединенные Штаты в огромном количестве. Целый склад, 20 тонн пароходом. Эта библиотека сейчас находится в Соединенных Штатах. Смотрю, приказ по русской армии, ноябрь 2017 года. Это наградное свидетельство на золотое оружие, на георгиевское оружие командиру чеченского конного полка, подполковнику. Или Захару, или Давиду, вот уже от возраста я не помню, светлейшему князю Дадьяне, который с 300 всадников своего полка, 3 сотни, затыкал 30-километровый фронт русской армии, потому что несколько русских дивизий бросили фронт, удрали в тыл, и немцы пошли в наступление. И какой-то генерал, последний резерв из дикой дивизии, кто был под рукой, как раз чеченский конный полк, неполного состава, 3 сотни были направлены в окопы с дистанцией в 100 метров. Каждый всадник, представляешь, 30 километров заполнить фронт. Это же линия окопов вот так. Ты когда в поле находишься в бою, ну если 10 метров от тебя твой боевой товарищ, ты, как говорится, у тебя сердце тверже. А когда 100 метров от тебя, это вообще катастрофа. Ты один. Но они как начали стрелять по немецкой пехоте, немецкая пехота подумала, что там целый полк в 2000-3000 пехотинцев. Точность, спокойствие, выдержка. Бам! Пуля, труп. И так несколько атак прошло. Наконец они заинтересовались, что ж такое. Давай вызывай в такой-то такой-то квадрат тяжелой артиллерии, как начали окучивать по фронту. Срыли эти окопы с землей. И вот эти всадники чеченцы, полузасыпанные, еще там 2 суток продолжали отстреливаться. Конечно, они не могли в атаку перейти, в контратаку, но не давали башки поднять никому. Кто поднимался, ложился навсегда мордой в землю. Вот. И это было массовое награждение Георгиевскими крестами. Все, кто выжил, кажется, 170 человек из 300, все получили очередную степень Святого Георгия. У кого не было, получил 4-ю, там 2-ю, 1-ю и так далее. А сам князь Дадьяне, светлейший князь Дадьяне, получил золотое георгиевское оружие решением Георгиевской думы фронта. Вот так. Мне надо было, конечно, просто украсть, пойти на грех и из чужого этого собрания утащить. Ничего это не решало бы. Сейчас бы я спас уникальный документ. Вот. Это документ, это гордость чеченского народа, пример, как надо воевать. Это называется верный долгу. Потому что, когда они уходили, я рассказывал, они орали: куда вы идете, пехоте русской? 30 тысяч пехота уходила, 3 дивизии. Они говорят: там идите, воюйте, дикари! Они кричали, чеченцы. Там землю делят в тылу. А эти всадники, чеченцы, кричали: иди, по 2 метра получишь там на могилу себе. Идиоты. Кто вам там землю даст? Вот так. И поехали, заняли разрыв по фронту с соседними частями. Ну, все-таки это ничтожная горстка простояла до того, как из тыла подошли новые части и их сменили.